Меня зовут Елена, я проживаю по улице Газовиков, дом номер 6, квартира 8, первый этаж. Проблема у нас состоит в том, что неделю назад, даже больше недели назад... Полторы где-то. Да, в прошлое воскресенье, получается, мы вечером подали заявку в нашу управляющую компанию о том, что у нас течет канализация, причем течет она не на улице, а дома. Течь была очень сильная, это где-то было 8 вечера. Сантехники так и не приехали. Диспетчер мотивировала тем, что сантехники занимаются запуском домов по теплу. Им некогда, что все заявки отменены, руководство распорядилось на заявки на какие не ездить. Вот. И мы их так и не дождались. Потом в 6 часов прибежала соседка наша, Галина Рудольфовна. Сказала, у меня, говорит, тоже все течет. Мы всех жильцов оповестили тут же, то есть с верхних этажей, чтобы канализацией они не пользовались, потому что все это к нам текло на пол. Это, конечно, и зловонный запах, и все на свете, сами понимаете. Это, я не знаю, мы, наверное, 5-литровых ведер, наверное, воды, наверное, 4 или 5 ведер мы собрали тряпкой, представляете, все. То есть до этого 2 года я боролась за то, чтобы у нас полы поменяли. Когда меняли полы, у меня вот фотографии сохранились, там все балки, все конструкции, все у нас сгнило. Дом у нас сейчас признан аварийным, подлежит к сносу, но опять же это будет все недолго. Тем не менее, сейчас эта ситуация усугубила опять все. Полы опять у меня вздыбились, вся эта ДВПшка встала колом. Вот. Затем сантехники, она прибежала во вторник утром, то, что канализация течет. Сантехники приехали только в 11 вечера во вторник. Они приехали, поковыряли трубу, почистили ее. Здесь разбросали все, что вычистили, вот тут вокруг. Газеты или что там было? Они расковыряли не то, что через трубу чистили. Труба старая, она в труху вся дырявая. Они дырку эту проковыряли, через нее почистили и уехали. И теперь вот сколько мы ждем, уже больше недели, из этой дырки все вот это вытекает. Гадость вот можете снять. Там, извините, я выхожу из квартиры, а у меня куски фекалии, и все это валяется. Это кошмар. Это же все мы несем на ногах. Квартиру, у меня детки. На 2-м этаже детки маленькие живут. Ну, в общем, ситуация из ряда вон выходящая. Может быть, она не нонсенс в нашем городе, во всяком случае, для нас это уже, это все уже. Да, в поселке у нас такого никогда не было. Чтобы так наплевательски вообще относились просто и вообще к вот, что люк они не закрыли, уехали, он 2 дня открытый стоял. Как туда никто не упал, интересно. Дети тут постоянно маленькие играют. Запах-то не только возле подъезда, вон и там дальше чувствуется, ближе к площадке. Сколько мы с этой Арктикой строй боремся, сколько у меня заявок, я прямо по номерам записывала, в течение 1,5 месяца звонила, чтобы они убирали помойки. То, что творится на помойках, это отдельная история. До этого Мархинская управляющая компания была, я сколько раз я дошла уже до Роспотребнадзора, отделали все штрафом 3000 рублей, это смешно. А ВОЗ и ныне там, как говорится, рядом продуктовый магазин, детская площадка, детский сад. И сейчас вот эта беда у нас, мы что делать, мы не знаем, а все же это течет под дом, полюбуйтесь. Да, полы у нас провалены. Дощечки, это все жильцы, мы в прошлом году сами все это стелили, а вон оно все вытекает и все идет под пол к нам. Дом и так проваливается, вот у Галины Рудольфовны там вообще балки все выперли, не сегодня-завтра этот пол просто провалится. Да. У нас поменяли, но во всяком случае тоже ждать, наверное, недолго. Не лучше, да. Угу. Так, меня зовут Таран Галина Рудольфовна, я проживаю по адресу поселок Газовиков, дом 6, квартира 9. Проблема у нас с канализацией. Ее прорвало, по-моему, после чистки ее прорвало. Да, эту канализацию. Как уж они там чистили в темноте, не знаю, ночью. И прорвало. И, естественно, все фекальные воды и фекалии, все у нас полилось наружу. Даже видно. Все течет у нас наружу. Стали, естественно, во все инстанции звонить, во все колокола бить, как говорится, но тишина. Знают об этом все. Мы обращались в отдел контроля за городским хозяйством, и в Роспотребнадзор подали заявление, и Мархинская администрация об этом тоже знает, но молчат. Все вроде, все как бы бездействуют. Проще делать вид, что ничего нету, потому что не всегда люди знают, куда обратиться, кому сказать, чтобы вот так, как вы приехали и показали вот эту проблему. Так, меня зовут Чупалаева Арина Даниловна. Я проживаю в 1-м подъезде, в 5-й квартире. Тоже присоединяюсь, к нашим. Дело в том, что труба у нас тоже, там стояк по канализации, тоже давно требуется замена. У нас такие же проблемы возникают, нас также топит в 1-м подъезде. Мы обращаемся,
конечно, Арктика выезжает по заявкам, вот насколько я помню. В прошлом году она выезжала. Но за лето можно было решить, там требуется замена. Либо они думают, что если наш дом аварийный, поэтому не принимают меры. Вот хотелось бы узнать, почему не принимают меры по замене канализации трубы. Да, ну что еще у нас? В Арктикастрой, да, мы обращались, заявление есть. Лично вот я увозила заявление еще 1 апреля этого года на замену вот трубы канализации, потому Полгода что, прошло. да, уже прошло почти полгода. Заявление приняли, все. От 1 апреля, значит, входящий номер 177. И тем не менее, так за лето нам ничего и не сделали. Как все стояло, так оно и стоит. И сейчас вот мы каждый раз звоним, просим приехать, и никто не выезжает, никто. Как-то вот это все ушло вот так сейчас на они самотек. заняты Кстати Пустили, запусками, говоря, всё. у нас и в курсе наша администрация Мархи. Мне удалось побывать на собрании по ЖКХ в мэрии в прошлый четверг, 2 часа, которые еженедельно проходят. Я подняла там этот вопрос. Причем представителя Арктикастроя я там не увидела. Был представитель нашей Мархи, администрации Мархинской, с юридического отдела. Он клялся и божился, что в тот же день он вечером подъедет, все это будут приведены меры. Однако никто не приехал, никто ничего не предпринял. И всем, в общем, просто... Ну, наплевать, Блин, наплевать наплевать, всем. Меня бабушка действительно. с первой Вот квартиры хоть бы приехали постоянно как-то, акт просит тоже, составили. давай что-то. Я говорю, ну, я надеялась, что летом все-таки решится этот вопрос. Вот с первой квартиры тоже бабушка постоянно меня, прям под ее квартиру тоже вот это все течет, и запахи, все. Мы-то на 2 этаже живем, но все равно мы через это проходим. Мы тоже даже вскрывали полы и вот буквально стелили настил, чтобы домой как-то можно было попасть. Как там вот забивается, и все выходит сюда наружу, внутрь. Вот, тем не менее, я ждала в этом году, что в этом году, может быть, за лето Арктика там заменит нам вот эти участки. И если они не хотят вот это вот все, вы представляете, сейчас это перемерзнет? Да, что И будет это зимой? опять все к нам. А если они зимой, как они тут это все отколупывать будут, я не знаю. Если у нас дом признан аварийным, никто не хочет тут ничего делать, пускай нас расселят, наше обращение к мэрии. Потому что в четверг я была на собрании, я в этот же четверг оставила им письмо с этой жалобой. Ни ответа, ни привета, никто мне не позвонил, ничего. Были оставлены мои контакты, контакты Галины Рудольфовны. И как-то все вообще безразлично, видимо, людям. Для нас это квартира. Я свою Конечно, квартиру мы здесь заработала живем, своим да. трудом. Может, она не самая лучшая, она для меня самая счастливая. Она чистая, теплая. Мы сделали ремонт в ней. Почему-то из-за бездействия товарищи, которые должны за это отвечать, и мы терпим бедствие просто. А что нам сейчас делать? Вот у меня 2 детишек, наверху ребятишки.